Я искренне рад, что вы пришли сегодня. Есть о чем поговорить. Тем более недавно Комсомол Республики отметил свое столетие. Я не знаю, сегодняшняя молодежь, вы считаете себя причастными к комсомолу или нет? Вы преемники комсомола или нет? Это каждого совести, конечно. Сегодня такой организации, как комсомол, нету. Но есть республика, есть люди, есть семья, есть дети. Мы выходцы, не с неба упавшие, а выходцы из своей истории своей республики, своей семьи. Поэтому, наверное, в семье есть и бывшие комсомольцы, ваши отцы и матери, потому что за 100 лет практически вся молодежь горнила комсомола прошло свое время. Поэтому я, конечно, выскажусь. Мы в преддверии мероприятия, нельзя сказать, а вот у нас довольно продолжительное время работает ежегодное чтение по тем иным проблемным вопросам. Мы к этому вернемся, какой мы эффект имеем от этого, что нам надо делать, чтобы совершенствовать, чтобы больше в орбиту наших дел была привлечена именно молодежь. Я в свое время в молодежной организации «Комсомоль» очень продолжительное время работал сам и возглавлял столичный комсомол, молодежную организацию нашей республики. Поэтому мне эта проблема всегда беспокоила, и когда и будучи президентом, я старался провести ту работу, которая в будущем пригодилась бы нашей молодежи. Мы должны исходить из того, что время у нас довольно неустойчивое, нестабильное. Вот в это время различными стратегиями нельзя увлекаться. До 50-го года некоторые замахнулись на столетие и так далее. Это, можно сказать, чушь. Никто не знает через 2-3 года, что будет у нас сегодня. Так ведь? Поэтому этот подход, по всей видимости, не устраивает. А устраивает то, что мы закладываем сегодня. Вот берите пример 90-х годов. Мы тоже думали, очень беспокоились, действительно, время очень тяжелое было. Никому в голову не приходило, что Советский Союз, великая держава, развалится. Никто не знал, не предугадывал, что такое положение будет. А реальная жизнь такова, что этот союз распался. И тогда перед каждой территорией, перед каждой республикой стоял вопрос, как быть. В это время, конечно, надо было выбрать модель будущего, и зная, что будет это. Но в политическом аспекте Якутия в самое тяжелое время сказала: мы в составе России, мы вместе с Россией будем строить. Это главное политическое завещание наших предков, наших предшественников было. Без колебания мы сказали: да, мы россияне, мы будем вместе с Россией строить новую жизнь. В
Второе положение – надо определяться собственностью, потому что республики как таковой собственности не было. Без собственности республика в переводе как форма государства, не имея собственности, не может ничего не решать, как и в былые годы будет попрошайничать, протянутой рукой стоять. И самое главное узловой экономики была проблема собственности. Это сложная проблема была. Территория республики была собственность союзного, российского, сотнями предприятий принадлежали, а самой республике принадлежало только коммунальное хозяйство практически. И так называемая маленькая местная промышленность в виде промкомбинатов, быткомбинатов. Больше ничего не было. И третий вопрос, который перед нами стоял, что на основе первого и второго улучшить жизнь людей. Мы практически вся Якутия в бараках жили, в ветхих условиях. Я не случайно в одном из выступлений говорил, мы, якуты, все дворяне, потому что все удобства круглый год у нас на улице, во дворе. Вот, у нас хватило достаточно и ума, и воли, чтобы заложить фундамент прочный и указать направление республики, как в будущем будет развиваться. И многие наши проекты сегодня стали федеральными. Это говорит о многом, потому что мы действительно исходили из реальной жизни при огромной нестабильности, при огромном хаосе. Все же мы узловые вопросы правильно определяли. Вот сегодня стоит тоже такая же задача. На мой взгляд, увлечение социальными только проблемами нас может завести к тупику. Потому что в прошлые годы именно увлечение только социальными проблемами привело к тому, что мы практически все становимся иждивенцами. Огромное количество у нас безработных. Люди, живущие ниже прожиточного минимума, на пособиях и так далее. То на детском, то за безработицы, на пособиях живем. Вот поэтому никогда без экономики республика, любая территория, любое государство не может развиваться. И в связи с этим я хотел бы, тем более здесь присутствуют экономисты и так далее, с вами посоветоваться, на что молодежь сегодня должна ориентироваться. Вот эти вопросы я хотел бы попозже сказать. Сперва хотел бы послушать. У нас идет откровенный разговор. И я думаю, мы должны быть и самокритичными, и показать до некоторой степени свою самостоятельность. Вот. Поэтому просил бы ребят выступить откровенно. Что вы хотели бы видеть в своей жизни? Мой принцип. Каждый свое благополучие должен создавать своим умом, своим талантом, своей энергией, своей креативностью. Вот на этих принципах должна жить жизнь молодого человека, целой семьи,
целой республики, района и так далее. Именно на это должна основываться, а не увеличение социальных выплат и так далее и тому прочее. Просить различные льготы и так далее. Давайте мысленно мы представим свою республику. Как мы живем? Западная часть у нас мирный. Живет сам по себе. Большого общения нет с республикой. Южная часть, Нюрнберг, Алдан. Тоже они живут своей проблемой, своей заботой. Заречье, 5 улусов. Тоже они живут сами по себе. Группа вилюйских улусов, 4-5 улусов там. Тоже они сами по себе. Но я не говорю о практической части. Внутри вот этих, они сами делятся. Заречье, Чурапча отдельно, Тат отдельно, Усалдан отдельно. Ничего связующего нет. Группа вилюйских районов тоже сами по себе внутри группы. Вилюйск самостоятельная, Верхний Вилюйск то же самое, Нюрба, Сунтар и тем паче. А город Якутск, так называемая столица, которая должна объединять, копошиться, что там улицы надо делать, аварийные дома, мусор убрать. Вот такими проблемами республика раздробленно живет. Вот эта проблема, очень большая проблема. Внутри улусов тоже, понимаете, мелкие муниципальные образования. Они тоже друг с другом, понимаете, соревнуются. Что у нас объединяет сегодня? Да практически ничего не объединяет. Вот какой скреп найти, чтобы объединяло? Объединять должна наша история. Вот если мы знали хорошо свою историю, мы еще лучше гордились бы своим народом. Сегодня наука, наши археологи доказали, и притом не только раскопками, но глубоким углеводородным анализом доказали, что народ Саха эту территорию уже осваивал в IX-X веках. То есть мы тысячелетнюю историю имеем. А знаем или нет эту тысячелетнюю историю? Как они выдерживали и этот климат, это неудобство, как они приспосабливали, создавали свою цивилизацию, свою культуру, устанавливали свои традиции, обычаи, которые скрепляла этот народ, разбросанный на громадной территории. Три миллиона квадратных километров. Вот такая же 3 миллиона квадратных километров европейская часть России. Но там размещено 42 субъекта, 42 областей, краев, республик. А наша территория одна
один субъект. Вот поэтому первое, все же нам надо очень серьезно заниматься историей своего народа. Вот это огромный пласт скрепа, который нас объединять будет. Хорошо знать традицию, самобытную культуру, язык. Ведь все это объединяло малочисленный народ, разбросанный на громадной территории. Историю народа. Вот тогда вы узнаете, как мы управлялись тогда, как снабжались, как выдерживали эти холода, засухи, что нас спасало голодные годы. Второе. Вот у нас в 90-е годы было движение такое, так? Не менее 70% ребят после окончания школы должны в высшее учебное заведение поступать. Получить хорошую специальность. И мы достигали. А для этого качество образования. Авторские школы, сеть президентских школ, новые типы школ, гимназии, лицеи, авторские школы и так далее. Ребята охотно откликались на новое. Сплошная компьютеризация школ нашей республики. Выход на интернет. Открытие специального института математики и информатики, чтобы подготовить кадров, учителей. Это тоже было скрепом. Молодежь стремилась, понимаете, проявляла свою готовность в будущем решать те задачи, которые перед ними будут стоять. Открытие высшей школы музыки, балетной школы, цирка, артистического института культуры. Все поменяло ландшафт культуры. Раньше вот я представляю мысленно, и вы представьте, если эти заведения не были созданы бы, то какая была бы наша культура сегодня? Вот наши ребята, вот балеты, ТИМ, это третье поколение Пасильских. Так. Девочка 2 класса заняла 1 место в всероссийском конкурсе хореографических колледжей училищ, куда входят ведущие училища, как хореографическое училище Большого театра, хореографическая академия всероссийская. Она выиграла. Не это ли величайшее достижение? А я не говорю о высшей школе музыки. Плеяда музыкантов. Сегодня уже ребята в выпускном пишут оперы. Где-то, когда это было? Цирк. Вот мы лет 25 учим наших ребят
Пекинской цирковой школе. Они в мировых конкурсах занимают второе место после пекинской, после китайской цирка. Вот это тоже было скрепом. Воодушевляло людей. Открывали глаза, уверенно создавало. То есть якутский народ старался вот объединять открытие высшего учебных заведений в Мирном, Нюрнберге, Чурапче, Якутске. Да. Раньше же ведь один только университет. Сегодня высшее образование для народа Саха – это не только потребность, но дающая возможность выжить и развиваться. А что сегодня получается? Даже столичные нынче выпускники 51% только поступили. Группа Вилюйских районов 25-30% только выпускники поступили в высшие учебные заведения. Это я считаю большим провалом. И мы по качеству знания в России занимаем 47-е место. Кому нужны будут наши ребята с таким знанием? Сегодня именно конкуренция интеллекта идет. Государство считает себя самым сильным, если у него большой объем капитала, интеллекта. Образование, высшее образование тоже было скрепом наших ребят, нашей молодежи, в целом нашей нации. Сегодня гоняется, вот, пытаетесь развивать среднее специальное заведение, говорите, рабочие профессии нужны и так далее. Мы по численности не можем решить эту проблему. По численности нас мало. Мы должны выбрать именно интеллекта, в сторону развития интеллекта, именно в сторону высшего образования. Моя мечта была принять специальный закон о всеобщем высшем образовании в Якутии. О всеобщем высшем образовании. Сегодня у нас образование не национальный проект, а уже пятое колесо. Почему? А потому что все школы переданы муниципалитетам. Все школы. Учредителем школ являются муниципалитеты. У руководителей которых, кроме хозяйственных вопросов, отношений школы нет. Мы достаточно должны в своей истории имеем черное пятно, когда в 60-х годах, решая хозяйственные вопросы, по линии комсомола выдвинули, понимаете, лозунг «Школа, производства, вуз». И сколько талантов мы погубили. Почему сегодня не хватает, понимаете, специалистов? А пытались развивать профессионально-техническое училище. Результаты которого сегодня мы главу маленького муниципалитета не можем выбрать. Следующий вопрос для нас очень тоже скрепляло это. Это семья.
Не случайно первый наш праздник сегодня всероссийским стал. Это День матери. Сегодня институт семьи республики не работает. Почему так я заявляю? Потому что по данным ЗАГСа в прошлом году 50% женщин родили без мужа. Это позор просто. И если мы не поднимем институт семьи на высшем уровне, то у нас ничего не получится. Во главу угла должна сегодня, чтобы скрепить нацию, стоять семья. Характерная, многодетная. Сегодня вот 3 ребенка уже многодетным мы относим. А раньше мать героини становились только матери, родившие 10 детей. Куда мы идем? Вот если я еще мог бы много привести примеров, которые постараться скрепить нацию, народ, республику. Какими механизмами? О механизмах я вам говорю. И прямо относится это к вашему поколению. Вам надо быстрее взрослеть. Именно взрослеть. Пора уже творить, создавать. Вот здесь, конечно, плохо то, что ребят нет с региона, с территории, с Улуса. Вы все горожане. Уважаемые коллеги, друзья, я всегда верил в силу молодежи, ум молодежи. И сегодня вы выступили тоже великолепно, свое понимание, свое отношение по тем или иным вопросам. Вот. Чувствуются подготовленные вы люди. Но давайте побойчее. Побойчее. Нечего вам терять. А сейчас вот нас все должно беспокоить миграция населения нашего. Вот этот процесс для народа Саха никогда не был характерным. Мы всегда считали, что мы оседлый народ. Вот за последние 10 лет это явно уже выражено, уже начинает беспокоить. Я вот смотрю, встречаюсь с ребятами, которые здесь и в Москве находятся. Ну, где устраивает? На каких-то побегушках, продавцами. В таких работах, а имеет высшее образование. И появляются люди, молодежь вашего поколения, которые попрошайничают. Вы, наверное, читали недавно вот в соцсети насчет Афанасьевой. Учительница иностранного языка,
у Салданского улуса, приехала и превратилась здесь в бомжа. В каком-то Ярославском или каком-то вокзале. Там в вокзалах, где накапливается различные попрошайки, алкоголики и так далее, московское правительство организует это обеды. И вот она там обедает. И вот парень, молодой парень, который вот раздавал это, смотрит, вроде прилично одетая, молодая девушка. А с бомжами вот бесплатный обед. Калининград, по-моему, 10-20% уже якуты заняли. Краснодары идут, понимаете. Как уживается там? На что устраивается? Там другая культура, другие обычаи, другие традиции, другая вера. Хотя страна одна, но мы разные люди. Кто-то руководящей работе работает, вот в Москве, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, где большая диаспора. Я обращаюсь к женщинам, девушкам. Вот вы посмотрите за своим поведением. Лично меня очень беспокоит поведение якутских девушек. Вы читали, вот недавно вышла книга она «Исповедь мертвых», по-моему, называется. Якутской женщине, молодой женщине Чурапчинского улуса, побежала за узбеком с 2 детьми, полетели в Ташкент, и он оставил их в гостинице и сам сказал: я скоро приду, и до сегодняшнего дня нет. Она потеряла паспорта, документы, последние деньги и блуждала целых 10 лет. И погибла в конечном итоге, превратилась в алкоголичку, уличную женщину и умерла в Каракалпакии. Дети были тогда у одного, понимаете, 7 лет, другого 4 годика, который с собой брала. Но за 10 лет подзаработали, превратились, понимаете, на мошенников. И все же у них ума хватало у детей, они вернулись на родину. Всякими правдами и неправдами. Я могу много примеров таких привести, именно о поведенческом женщин, девушек. Это самая страшная беда, когда такое поведение имеет мать. Мы хвалим, мы кланяемся,
Да, действительно, материнским молоком скормлен весь мир. Но с другой стороны, давайте проявим требовательность, ответственность. На одной хвальбе далеко мы не уедем. День Отца установили, праздник. Сейчас Россия тоже установила. Где отцы? Почему женщина рожает без мужа? Это жизненные, животрепещущие вопросы. Это судьба нации в конечном итоге. Если мы будем скрывать, ухмыляться, то погубим свой народ. И последнее, вот форумы, чтения и так далее, они все же свое дело, на мой взгляд, исчерпали, потому что большой эффекта не дают. Они нужны для формирования проектов. Когда вот много людей собирается, свои предложения по тем или иным вопросам, в результате которых формируется проект. Проект должен управляться. А чтобы управлять, надо иметь механизм управления. Вот поэтому мы 13-го должны провести чтение по тем вопросам, которые вы договоритесь. И на базе этого мы должны создать проект. Какие вопросы наиболее актуальны, на мой взгляд? Вопросы продовольствия. Грамотный якут, он зарыблял рыбу, озеро. С одного озера в Кымтае перевозил на быке, так, другое озеро, карасей. Мы в 2000 году зарыблили 2000 озер. Это очень доступная, простая схема. Простая схема. Если вникнуть, если взяться всей республикой, то мы это сделаем. Вот Якутск не только город, а столица. У нее столичная функция имеется. Так ведь? Об этом когда-нибудь говорит город или нет? Вся информация, он тротуаров сколько, понимать, цветов посадил, столько, понимаю, аварийных домов и так далее. Но это для него нужно. Так? Это проблема города. Но кроме того, у города есть столичная функция. Вот какая она? И она должна скреплять. Вы подумайте об этом. Именно город продовольствие потребляет. А город что делает, чтобы производство было больше? Как стимулирует? Я
могу сказать, что у нас город – это торгово-развлекательный центр. Преимущество. Вот этим занимается. Хорошо. Поэтому вот 13-го вам надо выбрать вопросы, которые будете обсуждать в виде чтения. И самое главное, итог должен превратиться он на проект. Вот о чем я говорю. На проект. Одним из таких я назвал. Это продовольствие. Вот недавно было сообщение, что завезли свинину, чумную свинину, да? Да. С чумой. Чумой, да. Это страшное дело. Обезопасить. И все же наш организм, поскольку мы там родились, молоком матери, понимаете, местное продовольствие. Преимущественно. И вот из них надо выбрать, какие мы могли бы полностью обеспечить. Как отдельный проект, что правительство поддержало, а молодежь взялась за реализацию. А чтобы этот проект работал, надо управлять этим проектом. Систему управления надо придумать. А чтобы управлять, механизмы надо иметь. Вот тогда цельно, тогда эффективно будет. А то без конца, понимаете, форумы, без конца чтения проводим. Сколько совещаний, тем более сегодня при помощи онлайна проводим. Столько совещаний. Все это мероприятие. А эффект где? Вот об этом речь идет. И вы должны на это обратить внимание. Что эффективность. И последнее. Вот опыт лета текущего года показывает, насколько хрупка наша природа. Вот лето прошло, пожары потушены, и все успокоились. А первый указ нашей главы 2018 года, 27 сентября подписанный, об экологии. И вы для интереса поднимите этот указ, посмотрите. Столько написано было, и посмотрите, исполнение какое. Исполнение какое. И этот момент не надо упускать. Сегодня именно механизмы разрабатывать. Вплоть до организации Федерального центра по борьбе с стихийными бедствиями, чтобы добиться открытия. Вот даже у наследников даже рядового плуга не было, чтобы распахивать. А там все было расписано. Столько леса надо посадить. Всероссийское движение было. Вот 26 миллионов погибло, 26 миллионов деревьев должны садить. Сколько у нас погибло? Сколько мы посадили? Сегодня новый облик села. Она сопровождается именно созданием комфортных условий. Именно лесонасаждение.
Вот это второй, после продовольствия, это второй большой вопрос, который следовало бы рассмотреть и превратить его на добротный, именно объединяющий проект. Поэтому подумайте, еще есть время, но чтения должны быть конкретнее, по конкретным вопросам. Вот у меня все. Спасибо большое.